Актуальное интервью в студии Кристина Якупова. Заканчивается наша долгая и холодная якутская зима. Ежегодно этот период является нелегким испытанием, особенно для жителей сельской местности и отрасли сельского хозяйства республики в целом. Как проходит зимовка скота и лошадей и каковы планы по весенне-полевым работам, расскажет гость в студии Николай Афанасьев, заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха-Якутия. Николай Степанович, здравствуйте. Доброе утро. Как проходит зимовка скота и лошадей в нынешний сезон по нашей республике? На сегодня 170 тысяч у нас крупнорогатого скота, из них 74 тысячи коров. Сегодня идет отел коров, 14% в хозяйствах республики коровы отелились, это 10 тысяч голов. Немножко меньше, чем в прошлом году, на 5 или 1%. Так, 176 тысяч у нас лошадей зимовку проходит, из них, подкормку поставлено 55 тысяч лошадей. Это тоже по сравнению с прошлым годом, но она как бы немножко меньше, но поставлено подкормку много лошадей. И сейчас вот как раз таки весна проходит в сложных условиях, много снега. Я думаю, что этот показатель также будет оставаться, потому что до конца зимника еще у нас достаточно времени. А пришлось ли столкнуться с некоторыми сложностями? Если да, то в каких районах Якутии наблюдалось? С чем связаны были эти сложности? И насколько успешно их удалось решить? У нас прошлогоднее лето было сложным. В некоторых районах это обильные дожди, так и засуха в нескольких районах, центральных и историчных улусах нашей республики. Было принято главой республики оперативное решение о поддержке наших сельхозников по части кормов, потому что 397 тысяч у нас было грубых кормов, на сегодня остаток кормов достаточно нормальный, 177 тысяч сена находится в хозяйствах нашей республики. Мы в этом году, как и предыдущие годы, по оперативным решениям правительства республики направлено средства порядка 300 миллионов рублей на перевозку кормов. Это основной 50 тысяч тонн сена мы возили внутри улусов, также и сена, которые были подготовлены мобильными бригадами вне районов. И 8 районов наиболее пострадали. Это начиная с Верхоянского района, Вилюйский, Кобяйский. В этих улусах направлены дополнительно концентрированные корма субсидиями где-то 5 тысяч тонн. Из них сегодня доставлено 4 тысячи тонн в хозяйствах республики. До окончания зимника остается у нас еще где-то месяц. И в этот период мы эти 1000 тонн должны доставить до всех хозяйств. Это не только комбикорм, это зернофураж, гранулированное сено, тех хозяйств, которые наиболее пострадали. И где-то 50 тысяч тонн сена мы возим, субсидируем перевозки кормов, направляем средства в районы, и районы сами заключают договора с поставщиками и перевозчиками. И это где-то у нас порядка 20 районов нашей республики. 21 марта в Якутии отмечают День коневода-табунщика. Расскажите об этом празднике и насколько широко его отмечают. В 2016 году вышел указ главы нашей республики о проведении Дня табунщика-коневода 21 марта. Этот день был определен нашими учеными, нашими практиками, что 21 это как раз-таки март месяц, это месяц Дюгэй. И с 2016 года проводим. Мы нынче будем проводить это День коневодов в Амгинском районе, так как Амгинский улус у нас является одним из передовых улусов по нашей республике по ведению животноводства и крупного рогатого скота, и лошадей, и зерноводства. И потому мы решили в этом году провести в Амгинском районе. Конечно же, будет провести выставку плем лошадей. Где-то будут участвовать 11 племенных хозяйств. Так, и
Будут участвовать состязания коневодов, более 11 районов, 19 команд будут участвовать, и будут совещания коневодов. После обеда каждый год проводим совещание коневодов. Там, конечно же, вносятся актуальные вопросы ведения табунного коневодства в нашей республике, коневодами, практиками, руководителями. И, значит, после совещания у нас итоговый документ выходит, резолюция этого совещания, и мы эти резолюции в дальнейшем пользуем для нашей работы. А какие-то мероприятия, посвященные этому празднику, прошли накануне? Мы проводим один день, 21 числа, а накануне проводили свои дни коневодов республики в наших районах, отборочные, так скажем, туры по состязанию коневодов. Это у Салданском, Меликоголовском. Ну, во всех районах практически провели перед соревнованием, чтобы отборочно сделать и провести свои команды, уже сборные команды республиканские соревнования коневодов. А в целом, как все организуется? Ведь коневоды-табунщики живут и работают не только в селах, но и за их пределами, как правило, в местах зимовья в тайге. Ну, мы проводим это совещание в Амге, село Амга, и там же и на месте ипподроме все это соревнования будут проводиться. То есть все съедутся в Да, одно место. съедутся, значит, в Амгинском районе. Угу. Николай Степанович, скоро начнется период весенне-полевых работ в республике. Как идет подготовка? Я, как уже говорил, что у нас до закрытия остается несколько времени мало, да, и потому и мы должны завести горюче-смазочные материалы, ремонтный материал, так, и семенной материал для наших сельхозников. Так, часть семенного материала, картофеля и зерна и кормовых культур находится в республике, но все равно мы где-то 2300 тонн будем завести и минеральные удобрения, и, значит, зерновых, и кормовых за пределы республики. Сегодня 3 компании занимаются. Это агрохолдинг Туймада, ООО «Агротрейд», «Агрокорм». Вот эти предприятия заключают договора на поставку и минеральных удобрений, и кормовых, значит, картофеля, семена картофеля в республику. Но эта работа сегодня проводится. Мы достаточно много выделяем внимания, так как эти районы, которые сейчас за рекой, это Вилюйская зона, мы постараемся до закрытия зимника завести весь материал. Так, средства направлены в районы, 133 миллиона направлены в районы в виде субвенций, и районы должны довести до товаропроизводителей. А какие задачи в Якутии стоят по плану весенне-полевых работ в текущем году? У нас 48 тысяч гектаров, значит, посевных культур, как и в прошлом году. Так, 300 тысяч это кормовые, 10 тысяч гектаров зерновых, так, 6 тысяч гектаров это картофель, и 1500 гектаров это овощи открытого грунта. Вот это мы должны делать посев, значит, и взять урожай осенью этого года. А какими особенностями весенне-полевые работы в Якутии? У нас Какие особенности? Короткий период, значит, посева. У нас снег сходится только конец апреля, в начале мая, и мы уже должны по покрытию влаги начать работы числа уже 9 мая, 10 мая. Ну и так уже каждый год наши сельхозники традиционно занимаются и весенне-полевыми работами, и планово мы должны войти в весенне-полевые работы, ну, как план. Но деньги доведены сегодня до сельхозтоваропроизводителей. У нас 7 миллиардов предусмотрено субвенций, так, по республиканскому закону о государственном бюджете республики. На сегодня мы направили 1 миллиард с лишним уже в районы, и уже достаточно это средства на поддержку поголовья крупнорогатого скота, на молоко, скажем, да, и вот уже со 2-го квартала мы практически весь объем поддержки поголовья
крупного рогатого скота и по поддержке субвенции молоко должны направить в район. Вы сказали, что Якутия завозит картофель. Вот, а какими еще кормами Якутия сама себя обеспечивает? Мы обеспечиваем в основном кормовые культуры. Каждый год у нас работает программа кормопроизводства нашей республики. В этом году предусмотрено 170 миллионов рублей на поддержку кормопроизводства. Это, значит, мы влаживаем 60% с республиканского бюджета и 40% выделяют муниципальное образование. Эта программа достаточно сейчас работает широко, так как в начале этой программы участвовали, если 9 районов, то в этом году участвовать будет 21 район нашей республики. И каждым годом мы, значит, расширяем объемы и площади кормопроизводства нашей республики, так как мы должны с одной фуражной коровы надоить больше, значит, молока, продукции животноводства. И в этом плане мы выделяем большое внимание в последнее время на вопросы кормопроизводства и селекционно-племенной работы. Сегодня мы уже начали завести племенной материал для искусственного семенения коров нашей республики. Где-то уже это жидкий азот и семена быков, племенных быков-производителей направляем в районы. И в хозяйствах и частниках мы в этом году должны эту работу провести бесплатно. Николай Степанович, можете обратиться к якутянам и поздравить с Днем коневода-табунщика. Ну, мы, якутский народ, всегда уже испокон веков занимаемся табунным коневодством. Мы лидеры в России по поголовью лошадей, табунных лошадей. И я поздравляю всех наших коневодов, табунщиков и желаю, чтобы дальнейшая работа, трудная работа табунщиков была эффективной, и чтобы наши табунщики, несмотря на все тяготы работы, работали энтузиазмом и здоровья, всех благ. Николай Степанович, мы тоже поздравляем вас, желаем вам успехов в работе и спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.